Строительство новой котельной и стабилизация агрокомплекса «Инта Приполярная». Такие первоочередные задачи видит перед собой новый мэр Инты. Напомню, 11 декабря местный совет избрал на эту должность Владимира Киселева. С мая этого года он исполнял обязанности главы муниципалитета. Кандидатуру нового градоначальника поддержали 15 из 19 присутствующих на заседании депутатов. О перспективах приполярного города на ближайшие 5 лет в материале Александры Головиной. Последние 20 лет Киселев тесно связан с коммуналкой. Работал в Интинской службе заказчика, затем в управлении жилищно-коммунальным хозяйством, где прошел путь от инженера до директора учреждения. С мая этого года исполняет обязанности главы руководителя администрации приполярного города. Опыт более чем внушительный, а потому большинство депутатов голосуют за его кандидатуру. Инаугурация после, согласно нынешним нормам, проходит в полупустом зале. Я, Киселев Владимир Алексеевич, вступая в должность главы городского округа Инта, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности. Депутаты Совета городского округа убеждены, что только опирающаяся на прочную правовую основу совместная согласованная работа всех ветвей власти является надежной гарантией решения сложных вопросов на благо нашего муниципалитета и его жителей. От формальности к реальным вопросам их новый градоначальник обозначает, едва вступив в должность. Агрокомплекс «Инта Приполярная» – это, пожалуй, самый проблемный для города сегодня вопрос. Предприятие испытывает трудности. Региональное правительство уже рассматривает варианты стабилизации работы агрокомплекса. По поручению главы Коми ищут надежного инвестора. Самые ближайшие планы – это агрокомплекс «Инта Приполярная». После приезда Ойбы Владимира Викторовича он дал поручение проработать варианты развития. На сегодня мы видим уже, что результат есть. Работники вовремя получают заработную плату, нет долгов по налогам, по коммунальным услугам. Министерством сельского хозяйства разрабатывается план по модернизации агрокомплекса. Это строительство фермы, возвращение яйца и, конечно же, модернизация самих механизмов, то есть на более современное оборудование. Этот план будет предоставлен главе на утверждение. Еще из первоочередных планов строительство новой котельной на территории нынешней ТЭЦ. Газ придет на смену углю, а значит воздух будет чище, а теплоснабжение надежнее. Плюс новые рабочие места на момент строительства предприятия. Запустить котельную планируют в 2023-м, а уже в следующем году здесь заработает завод по производству карбида кальция. Кроме прочего, это еще 70 дополнительных вакансий. Александра Головина, телеканал Юрган, Инта.